Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Смерть таджикского младенца в полиции Санкт-Петербурга могут признать убийством по неосторожности. Возбуждено уголовное дело. Тело ребенка уже неделю не отдают родителям. Спросить свою ребенка, они мне не признавали. 3 дня я бегал во весь морга Питера. Российская авиация охотится за лидерами сирийской свободной армии. За день под бомбежками погибло 5 командующих дивизиями. Правозащитники сообщают о сотнях жертв среди гражданского населения. Власти России настаивают, что все погибшие – террористы. Мы должны освободить Сирию от таких террористических боевых группировок. Скандал в Одессе. С подачи Михаила Саакашвили украинский президент назначил 26-летнюю девушку-филолога командовать всей одесской таможней. Сам Саакашвили считает, что отсутствие опыта и молодость ей не помеха. Образование значит образование профессионального вымогателя Украины. Не будем себя обманывать. Купленная у старьевщика старая фотография стоимостью в $2 принесла целое состояние. Фотолегенды вестернов Билли Кида уже оценили в 5 миллионов. И это не предел. Это самая редкая фотография в мире. И нашли ее в обычном магазине старья. Начнем с трагедии в Санкт-Петербурге. Смерть таджикского младенца в местной полиции могут признать убийством по неосторожности. Напомним, что родители погибшего мальчика были задержаны по обвинению в нелегальной миграции. Их 5-месячный ребенок был отобран полицейскими и, со слов родственников, на сутки оказался без еды и присмотра. Матери малыша на следующий день было заявлено, что ее сын умер от вирусной инфекции. Наш корреспондент Андрей Королев выяснял обстоятельства этой ужасающей истории. В доме Рустама и Зарины многолюдно. Квартира, расположенная на 1-м этаже дома в центре Петербурга, всегда была полна гостей, особенно после рождения Умара Али. Сегодня поводом для столпотворения стал визит следователя Следственного комитета Петербурга, возбудившего уголовное дело по факту гибели 5-месячного младенца. Приехали к нам домой ФМС, сотрудники ФМС забрали жену, брату и ребенку. Отвезли в второе отделение, а с второго отделения жену забрали в ФМС, в суд. Жену отпустили с брата в 9 вечера, сказали, ребенка завтра возьмете. Завтра в 9 утра вышли из дома, хотели поехать ребенка забрать, звонили, уже говорят, ребенку умер. Сразу же после отправки Зарины, чья регистрация в Петербурге оказалась просроченной в полицию, туда же отправилась ее тетя. Однако женщину, умолявшую отдать младенца или хотя бы принять молоко, силой выпихнули из участка и пригрозили возбудить уголовное дело за неповиновение властям. Когда я пошел спросить своего ребенка, они мне не признавали. 3 дня я бегал во весь морга Питера. В Петербурге представители таджикской диаспоры неоднозначно отреагировали на трагедию молодой семьи. Чтобы избежать накала страстей, руководители таджикской национальной организации собрали наиболее активных членов диаспоры на сход. Пикет был, да, но там не согласованный этот пикет был. Мы поэтому экстренное совещание собрали, да. Между тем, полиция Петербурга по-своему гасит страсти, пытаясь перенести ответственность за гибель здорового младенца в помещении следственного изолятора на плечи родителей. В дом к Рустаму Назарову вместе со следователем нагрянули инспектора социальной службы, которые под наблюдением понятых ведут опись имущества. Молодым чиновницам предстоит доказать, что Умар Али Назаров воспитывался в невыносимых условиях, что в конце концов и стало причиной его гибели. При этом от комментариев представители власти отказались, сочтя присутствие журналистов в квартире избыточным. Андрей Королев, «Настоящее время», Петербург. Поначалу информация об этой трагедии замалчивалась СМИ и полиции Санкт-Петербурга, но только после требования таджикских дипломатов начать расследование в дело вмешался российский МИД и омбудсмен по правам детей Павел Астахов, который пообещал взять дело под свой контроль. Между тем, история с гибелью 5-месячного Умара Али Назарова становится все более резонансной. Сейчас многие уже сравнивают ее с гибелью сирийского мальчика-беженца в Средиземном море. Даже посольство России в Таджикистане призывает СМИ сдерживать эмоции до окончания следствия. Таджикские же власти со своей стороны обещают родителям погибшего ребенка, депортация которых из России временно отсрочена, всевозможную поддержку. Мы просили, конечно, содействовать выяснению всех обстоятельств. И если есть необходимость, и если будет выяснено, что в гибели ребенка виновны эти органы, мы просили, чтобы они посодействовали в привлечении виновных лиц к ответственности. Также уполномоченный по правам человека в настоящее время
пытается связаться с родственниками, с родителями этого ребенка, если они уже были выдворены и находятся в Республике Таджикистан, с тем, чтобы помочь им в обеспечении адвокатом бесплатным. И даже мы сейчас работаем с общественными организациями, которые могут оказать в этом содействие с тем, чтобы, если они находятся в Российской Федерации, то помочь им там с доступом к адвокату. А вот как реагирует Душанбе на гибель ребенка в Санкт-Петербурге. Это неправильно. Так не должно быть. Какой мне был это ребенок, во-первых, тем более на рождение, они не должны были у мамы отбирать. Могли бы там маму, папу, всех вызвать. Ребенка отбирать вообще-то неправильно. Наши таджики, к сожалению, не знают своих прав, поэтому к ним такое отношение. Если бы мы знали свои права, что там, что здесь, таких бы случаев не было. Но еще, конечно, это 5-месячный ребенок. Это очень жалко. И я не знаю, я вчера про это слышала, вчера прочитала в интернете. Это было в Одноклассниках. Мне было так жалко, я даже слова не могла найти, чтобы описать вот эту боль, потому что у меня есть ребенок. И я даже не могу сказать, что мне сказать, я не знаю. А по поводу того, что мы должны, наверное, может, через социальных сетей или, может быть, сделать какой-нибудь там митинг там в Питере, чтобы, привлекли к уголовному делу тех, кто вот так поступил с маленьким ребенком. Спасибо большое. Трагедия с мигрантами в Санкт-Петербурге не уникальна. Вот уже более месяца в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево в очень тяжелых условиях живет семья сирийских беженцев из 6 человек. В столицу они прилетели еще в начале сентября в надежде получить убежище. В России у матери семейства есть близкие родственники. Однако пограничники обвинили беженцев в незаконном пересечении границы и не выпускают их из здания. За месяц пребывания в транзитной зоне Шереметьево семья сирийских беженцев успела обжить пространство, напоминающее огромный аквариум, бывшую курилку, ставшую им вынужденным домом. Теперь здесь есть матрасы, некоторая теплая одежда, игрушки. Как долго еще им придется здесь находиться, неизвестно. Федеральная миграционная служба отказала им в статусе беженцев. Уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно, потому что Россия в 1992-1993 годах присоединилась к конвенции 1951 года о статусе беженца, где четко сказано в 31 статье, что государства обязуются не привлекать к ответственности лиц, ищущих убежище, за незаконное пересечение границы. Уже несколько дней в помещении, где сидят беженцы, не работает отопление. Теплых вещей не хватает, чтобы согреться. Почти все дети переболели простудой, а мама малышей Гулистан, не выдержав всех волнений, заболела. В субботу ее госпитализировали в неврологическое отделение Химкинской городской больницы. Мужем упала прямо. Не знаю, мне голова кружится сильно. По словам докторов, Гулистан предстоит обследование, после которого будет ясен точный диагноз. Пока она лежит в отдельной палате, которую охраняет полицейский конвой. После прихода нашей съемочной группы Гулистан вернули ее мобильный телефон, и она смогла поговорить со своей младшей дочерью, которая тяжело переживает разлуку с мамой. Беата Бабинец, Москва, для настоящего времени. Тем временем в самой Сирии российские ВВС начали настоящую охоту на лидеров и полевых командиров умеренной сирийской оппозиции. За одни только сутки в провинции Латакия в окрестностях Алеппо в результате авиаударов были уничтожены 5 командиров дивизий сирийской свободной армии, которую поддерживают США и их европейские союзники. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийских правозащитников, во время ударов по позициям и бункерам сирийской свободной армии российская авиация действует крайне неизбирательно и бомбит жилые кварталы в городах. При одном только авиаударе погибло и получило ранение более 120 человек, из которых подавляющее большинство гражданские лица. Сейчас вы видите свежие кадры этих бомбардировок, переданные агентством Рейтер. Российский боевой вертолет сбрасывает бомбы на жилой район. Как
Как сообщают западные СМИ, число жертв бомбардировок среди гражданского населения только за последнюю неделю превысило 300 человек. Хотя точное количество неизвестно, поскольку многие погибшие могут находиться под завалами. Вот еще новые кадры войны от Рейтер. Отряд сирийской свободной армии ведет бой в окружении. Как видно, все бойцы вооружены в основном стрелковым оружием. У них нет никаких переносных средств ПВО. Однако российские власти, заявляющие о своей готовности к политическому урегулированию в Сирии, отказываются признавать умеренную сирийскую оппозицию и продолжают называть повстанцев террористами. Мы должны освободить Сирию от ИГИЛ и террористических боевых группировок для того, чтобы создать условия для политического диалога и политических реформ, и политического процесса. Военного решения сирийского кризиса нет, и это все понимают. Уборка хлопка в Центральной Азии – одна из самых низкооплачиваемых работ. К примеру, в Таджикистане она стоит всего $5 в день, а в Кыргызстане в лучшем случае 8. Но если в Узбекистане хлопок собирают в принудительном порядке, то в других республиках люди добровольно соглашаются на мизерную зарплату, потому что другой работы больше нет. Как проходит хлопкоуборочная кампания в Кыргызстане? В репортаже Адилета Бектурсунова. Над полем боя тишина. В битве за урожай важно уметь не отвлекаться. Если постараться, можно до вечера собрать со всего поля. Хушиде 15 лет. Почти половину своей жизни она провела на поле. Дети на плантациях белого золота – самая дешевая рабочая сила. Сколько вам платят? Я не знаю. Солнце печет, от этого работать на поле труднее вдвойне. Мешок с каждым сорванным плодом становится тяжелее, руки царапают засохшие растения. На поле вышла вся семья. Сестра, сестренки, дети. В этом году хлопок оценивается дешево, поэтому не можем себе позволить нанять больше рабочих. Собранный урожай взвешивают и расплачиваются на месте. Самые лучшие работники за день могут заработать до $8. Помимо хлопкового волокна из семян получают масло, а из жмыха калорийный корм. Получается практически безотходное производство. Безотходный урожай продать по хорошей цене удается не всем. Стоимость снизилась, но от этого хлопка меньше не стало. Мы боимся падения цен. Сегодняшняя цена не оправдывает вложенные усилия. Многие боятся прогореть. Фермеров утешает высокий урожай, но его нужно успеть убрать до первого снега. Так что Хушида обеспечена работой до самого декабря. Времени много. Со школы ушла, как только закончила 9 классов. Замотанные лица платками помогают защититься от солнца и пыли. Работу на поле уже давно проклинают, но другой здесь нет. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. В настоящее время Кыргызстан. В Кыргызстане кандидаты в депутаты, исключенные из списков, подали заявление в Верховный суд республики. Дело в том, что менять списки после объявления результатов – обычная практика для этой страны. Однако на этот раз несколько кандидатов в депутаты отказываются уступать свои места. У нас на связи наш корреспондент в Бишкеке Джибек Бигалиева. Джибек, здравствуйте. Выборы в парламент уже прошли, международные наблюдатели дали им довольно высокую оценку. Почему Джугур Кукинеш все еще не начал свою работу? Здравствуйте, Динара. Да, на самом деле, несмотря на то, что Центр избирком Кыргызстана давно подсчитал голоса и официально распределил мандаты между победившими партиями, предвыборная эпопея все еще продолжается. И теперь борьба за депутатские мандаты идет уже внутри партий. Я буду стараться стать депутатом. Спасибо. Аида Исмаилова была в списке республики Атаджурт 20-й. Ее партия на прошедших выборах получила 28 из 120 мест в парламенте. Однако народной избранницей Аида вроде как не станет. Я набрала больше 3000 голосов в своем округе. Работала с февраля месяца. У меня есть официальная страница в Фейсбуке Аида Исмаилова по-русски. Там 2 страницы, Аида Исмаилова по-русски. Там с февраля месяца полностью вся моя работа отражена там. Со скромными 4 лайками в соцсети все еще висит фото несостоявшегося депутата с лидером партии. Он еще перед выборами открыто объявил о собственном партийном ноу-хау. Все кандидаты от блока бывшего премьера должны были подписать специальную клятву. Если он не получит достаточно голосов, то есть голоса будут недостаточны для того, чтобы получить мандат, то он обязуется выйти со списка.
Однако Аида Исмаилова обвинила партию в фальсификации документов. Женщина написала заявление в милицию. Сопартийцы в ответ подали на коллегу в суд и потребовали 10 миллионов сомов за моральный ущерб. Кроме Исмаиловой из списка выбыли более 50 кандидатов. Некоторые из них обратились в Верховный суд и обжаловали решение Центра избиркома. А партия зарегистрировала тех кандидатов, которые 1800 голосов набрали. Вот я набрал 6667 голосов. Официальное вручение депутатских мандатов, между тем, должно было состояться завтра. Будут ли теперь дожидаться решения Верховного суда, пока неизвестно. Поэтому когда же все-таки случится торжественное открытие первой сессии 6-го созыва Джугурку Кеңеша, пока неизвестно. Джубек Бегалиева, Айбек Кулчубанов, Азат Интымаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Скандал в Одессе. С подачи Михаила Саакашвили украинский президент назначил 26-летнюю девушку-филолога командовать всей одесской таможней. Сам Саакашвили считает, что отсутствие опыта и молодость ей не помеха. Образование значит образование профессионального вымогателя Украины. Не будем себя обманывать. Купленная у старьевщика старая фотография стоимостью в $2 принесла целое состояние. Фотолегенды вестернов Билли Кида уже оценили в 5 миллионов. И это не предел. Это самая редкая фотография в мире. И нашли ее в обычном магазине старья. Скандал в Одессе. Начальником одесской таможни назначена 26-летняя активистка Евромайдана, заместитель губернатора Михаила Саакашвили Юлия Марушевская. По образованию она филолог. Опыт, который ей помог бы в руководстве важного объекта, отсутствует. Но девушка уверена, что может справиться с реформами в коррумпированном ведомстве. На одесской таможне грядут большие перемены. За нее взялась команда грузино-украинских реформаторов. Ведомство ждет полная смена кадрового состава. Начать решили с руководства. Новой начальницей таможни стала Юлия Марушевская, которую представил президент Украины в ходе своего рабочего визита в Одессу. Керівника, нарешті, з нашої команди. Начальник этот, наконец, из нашей команды. Она продемонстрирует, что ситуация на таможне кардинально изменится. Вокруг назначения сразу возникли вопросы. Марушевская совсем без опыта работы в этой сфере. Ко всему, слишком молода. 26-летняя активистка стала известна после распространенного в 2014 году видеообращения, в котором она рассказала англоязычной аудитории о том, что происходило тогда на Майдане в Киеве. В нынешнем году в свою команду реформаторов ее пригласил Михаил Саакашвили. На этом посту Марушевская засветилась лишь во время борьбы за доступ к городским пляжам. Теперь утверждает, на ответственной должности ей подставят крепкое плечо. Я понимаю, что человеку с гуманитарным образованием в принципе там делать нечего. Но я счастлива, потому что со мной идут профессионалы, которые знают, что делать. Отсутствие опыта и профильного образования не смущает и Михаила Саакашвили. Таможенное образование значит образование профессионального вымогателя Украины. Не будем себя обманывать. Первая реформа, которую намерено осуществить новое руководство – постройка таможенного терминала, где будут уменьшены сроки растаможки грузов. Новая контрольная зона, по замыслу Марушевской, заработает в январе. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Вооруженный конфликт августа 2008 года в Грузии может стать предметом рассмотрения в Гааге. В 2011 году Международный суд ООН отказался разбирать этот конфликт, но теперь очередь дошла до иной институции. Напомним, что в результате пятидневной войны в августе 2008 года группировка российской армии из 600 танков при поддержке авиации вторглась на суверенную территорию Грузии, воспользовавшись началом грузинской спецоперации против осетинских сепаратистов. Грузинское население Южной Осетии было изгнано из своих домов. Все села грузинских анклавов были разрушены, и по прошествии 7 лет Южная Осетия заявляет о своем желании войти в состав России. Прокурор Международного уголовного суда запросила у Палаты предварительного производства разрешение на начало расследования российско-грузинской войны. Подробности в материале Зураба Двали. В политических кругах страны уже и не надеялись, что Гаагский суд возьмется за рассмотрение этого дела. Особенно после нашумевшего доклада о войне 2008 года главы комиссии Хайди Тальявини, согласно которому Россия хоть и всячески провоцировала войну, но не виновата. А Грузия, хоть и стремилась ее избежать, виновата, что ответил. И тем не менее факт остается фактом. Фату Бенсуда уже в грузинской столице, и тема российско-грузинской войны может вновь стать актуальной. Для того, чтобы начать расследование, я должна получить разрешение судей Международного уголовного суда. Коллегия из 3 человек с целью изучения моей заявки уже назначена председателем суда. Они решат, дать мне или нет разрешение для начала расследования. Я здесь за дополнительной информацией.
Фату Бенсуда уже провела встречу с министром юстиции Грузии Теицу Лукияни и главным прокурором страны. На встрече речь шла о перспективах международного судебного разбирательства по событиям войны 2008 года. Грузинская сторона высказала полную готовность предоставить любую интересующую Международный суд в Гааге информацию. Мы поддерживаем эту инициативу расследовать этнические чистки против мирного грузинского населения, а также готовы помочь в расследовании пыток и убийств Арцухелидзе и еще 26 пленных грузинских военнослужащих, а также уничтожении на территории Цхинвальского региона грузинского культурного наследия. Сегодня с представителем Гаагского международного суда встретились и руководители неправительственного сектора. Многие из них уже который год занимаются мониторингом ситуации в зоне конфликта и фиксируют крайне бедственное положение мирного грузинского населения, чьи сельскохозяйственные угодья и пастбища оказались за колючей проволокой. На встрече было сказано, что независимо от того, будет Россия сотрудничать или нет, у Международного уголовного суда есть свои альтернативные источники, позволяющие перепроверить необходимую информацию. Так что у прокуратуры есть все возможности для полноценной деятельности. Фату Бенсуда планирует встречу с беженцами из Цхинвальского региона, перенесшими на себе все тяготы войны 2008 года. Об этом она заявила на встрече с журналистами. Помимо этого, она собирается выяснить и детали гибели российских и грузинских миротворцев, степень вины сторон в данном вопросе. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Американская супружеская пара в одночасье разбогатела на несколько миллионов долларов. Муж с женой купили в букинистическом магазине 3 старых фотографии за $2. Каково же их было удивление, когда оказалось, что один из снимков может стоить целое состояние. Подробности в репортаже наших коллег из «Голоса Америки». Смотрящий со старого черно-белого снимка молодой человек – один из самых опасных и знаменитых преступников Дикого Запада Америки. Генри Маккарти, он же Малыш Билли, был излюбленным героем вестернов. Собственно, вот этот снимок считался единственным официальным фото бандита до тех пор, пока Рэнди и Линда Гуихаро случайно не нашли в лавке старьевщика вот это групповое фото. В магазине были 2 картонных коробки, примерно вот такой длины и высоты. Так что я выбрал эти снимки. А про этот я сказал, у нее дырка сверху, такая потрепанная. В общем, я купил все 3 снимка за $2. Снимки такого типа называют тинтайп или ферротипия, предтеча моментальных фото. В качестве носителя жестяные пластинки, покрытые асфальтом и коллодием. В чуть помутневшем от времени изображении эксперты разглядели того самого малыша Билли. Остальные персонажи на фото – члены семьи и банды. А сама фотография сделана в 1878 году. Этот снимок – святой Грааль, не только вестерн-фотографии. Это самая редкая фотография в мире. И нашли ее в обычном магазине старья. По оценке экспертов, цена этого снимка примерно $5 миллионов. Находка даже сподвигла одну из студий снять новый фильм про знаменитого гангстера и отыскать место, где было сделано фото. А ведь владелец магазина секонд-хенда наверняка мог просто выбросить раритет на свалку. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.